Так, ну, решил в прямой эфир выйти. Надо, конечно, заранее писать о том, что собираюсь в интернет выходить. Но сегодня просто минутка появилась, короче, с вами поболтать о чем-нибудь. Решил выйти. Так, что у нас там? У нас тут музыка. Еще подождем, народ. Все спят. Откровенно говоря, уже вообще не слежу, что там происходит в Рашке, короче, теряю абсолютно контакт. Какие-то там долетают по поводу того, что там все хреновее и хреновее начинает становится жить, короче, там какие-то непонятные конфликты, там, не знаю, какие-то убийства и все прочее, короче. Ну, абсолютно неинтересная хрень. В общем, короче, это то же самое, наверное, как вот в конце 80-х годов. Такая же ситуация, короче. Поэтому люди сейчас там, я так понял, в Рашке они, ну, вот эти, снова кухонные разговоры пошли. Снова поперла, значит, всякая вот такая вот хрень по поводу там, ну, какого-то грязного белья, короче. Сейчас опять говорят Кашпировский, не Кашпировский, а ну, какой-то из этих, как его, из магов, волшебников этих, которые воду там заряжали, снова хотел вылезти. Ну, вроде как не пустили, потому что сейчас типа инфо-цыгане всякие, там еще там всякая чушь, короче, вся повылезала. Ну вот. И инфо-цыгане, они гораздо, ну, то есть вот эти всякие заряжатели там этой воды и так далее, они же, ну, эффективны в том случае, когда у людишек денег нету. Ну, когда все нищие и как бы все, ну, все убогие, да. А когда денежки у людей есть, вот эти инфо-цыгане куда важнее, да. Почему? Потому что инфо-цыгане, ну, вот, ну, сколько их вот таких, ну, то есть, но я, в принципе, посмотрел, что они там говорят, ну, особо серьезных знаний абсолютно нет. Просто люди умеют, ну, язык бешеный там и так далее. У них есть всякого рода вот этих аутистов, мошенников, определенных именно, то есть, которые вот с детства они чуют за собой вот определенные, да, вещи. И вот эти вот мошенники, они, ну, с той или иной степени успешности, короче, ну, я не вижу, как населению, да, какие-то там миллионы непонятно кому платят и уверены в том, что еще больше заработают. Они, вот эти вот социопаты, большей частью которыми, ну, являются эти инфо-цыгане, они ведь что делают? Ну, как в России бизнес работает? Он работает на обмане систематическом. То есть это систематический обман, на котором построено вот это русское государство. Да? То есть последние, по крайней мере, 115 лет, да, 105 лет, это русское государство, оно пользуется такого массового обмана. Ну и вот, например, периодически там приходится вот с представителями русской оппозиции сталкиваться в интернете, да, и вот они там начинают чушь пороть, короче. А зачем вам, типа, независимость, там, зачем вам суверенитет, еще что-то, да?
вас же ведь прав нету никаких. И типа, но вы знаете, вот, а что, волки же живут там где-то в Сибири, в Бутаке там и так далее. Вот они же живут, ну я говорю, ну и что, живут еще. Зато как они живут? Они же даже людей не считают, короче. А что вы тут сидите, значит, в Варшаве, блядь, голосите и требуете от нас, чтобы мы соблюдали их права этические. Ну, еще вот это всякая масса, она любит ссылаться на всякие там, знаешь, как его, международные права, там что-то, хотя, ну, по отношению к национальных меньшинств, в принципе, никаких Рашка не соблюдает русские. Ну и они рассчитывают на то, что раз, поскольку меньшинство, ну скоро вы все там передохнете, а ресурсы наши будут. Ну да, потом поплачем, там, значит, какие-то там этнографические идеи создадут, и там еще там что-то. Ну вот вы будете сидеть там за забором, короче, и вот все метисы будут страшно сильно стесняться того, что, значит, какие-то их предки вот там, значит, за забором на жить будет там и прочее, короче. Ну, вот как вот в Улан-Удэ есть этнографический музей, да? Там сейчас хотя бы таблички поменяли, короче. Там они обозначали, что какие-то зажиточные, богатые буряты, сейчас их атрибутировали, что-то, допустим, как этот дом. То есть это не был какой-то сверхбогатый бурят, короче, практически все так жили. А то раньше там показывалось, что вот так богато живет это, и, значит, там хаты, который перевез, кстати, бывший сотрудник материаловедения, он, к сожалению, ушел из жизни, боксером, по-моему, у него фамилия была Нанзаров, перевез домишко своих родителей. Это домишко родителей, это был ихний же сарай, в который они переместились после того, как у них советская власть там дома реквизировала. Дома, амбары и все прочее. Ну, то есть намеренно их сделала нищими, да, и вот они жили, ну, поскольку там в этом доме родился, в этом каком-то маленьком совершенно сарае, где окошко там проделали, короче. Вот он этот дом привез, и там написано, значит, название «Дом бедного бурята», короче. Ну, таких, да, ну, это сказка, потому что это дом, перевезенный, оставшийся, конечно, построенный до революции, но изначально целью было абсолютно другое. Там это то ли скот там находился, зимовал, то ли просто какое-то, ну, подсобное помещение было, там какие-то вещи там сбрасывали, чтобы это просто под дождем не стояло, короче. Ну и потом вот вынуждены были буряты после раскулачивания в 30-е годы вот в такие домишки переезжать и жить. И вот вся эта русская оппозиция, которая сейчас вот там хрюкнул что-то, Яшин, там еще какие-то начали, захрюкали, засвистели, завопили там против деколонизации. И вот некоторые русские, они правильно подходят. Вот ладно, там может быть какое-то мнение, там еще там что прочее, там, да, допустим, он там деколонизацию не поддерживает, еще что-то. Но если он против деколонизации выступает, то должно быть единое мнение, вроде как, что это агент Москвы, короче, никакой он не оппозиционер там и так далее. То есть уже сейчас дискурс вот за 2 года сильно изменился. Но вот продолжают быть эти, значит, причем я вот недавно общался с белорусской правозащитницей, тоже вот интересно, она меня спросила, как ты вот к этим освободившимся относишься. Ну и потом такую историю поведала, что вот она единственному российскому позиционеру, которому донатила, это был шаман Габашев, короче. То есть на самом деле многие недооценивают вот его шамана Габушева, так скажем, вот вселенское значение. То есть и вот тот факт, что русская оппозиция, она его не поменяла, она, значит, ну, те, которые документики подавали, а мы помним, кто это подавал, это банда нацистов. Там, значит, они себя сильно пиарили, короче, это ФБКшники, это Машка Певчих, это вот этот Волков побитый, значит, якобы людьми, которые были там каким-то образом наняты якобы этим Невзлиным, значит. Ну, в общем, подобная чушь, короче, да, вот она вся сидит, и когда ты читаешь, сколько они там денег от американцев получают, короче, как они там им мозги этим американцам запудрили,
И ты, в общем-то, понимаешь о том, что вот эта русская пропаганда, она настолько, в том числе университетским, значит, всяким деятелям, вот сегодня я встречался, как раз был на мероприятии, там она промыла, да, вот эту вот любовь там, значит, некоторых к русской литературе там и так далее, да, что они там, ну, читают русскую литературу, прям наслаждаются, там, восхищаются и так далее. Вот как только иностранца встречаю, который что-то подобное говорит, я сразу понимаю, что у него отсутствует критическое мышление, всякое абсолютно. И причем это, скорее всего, человек необразованный, потому что русские ничего нового не придумали в своих вот этих, кроме летаний, кроме плача какого-то. То есть все сюжеты, например, начиная с 17, с 18, с 19 века, это воровалось все. И в Европе то же самое, то есть основа была греческая, латынская литература, там какие-то средневековые сюжеты, может быть, даже арабские использовались. И русские потом уже вот на сворованных сюжетах, короче, пытались какие-то свои там романы, там пьесы, рассказы там и так далее писать. Вот тот же, например, Евгений Онегин. Это байроновский типаж абсолютнейший, то есть это какая-то калька. То есть французский бульварный роман там и все прочее. То есть ничего нового в плане слова или каких-то сюжетов не принесло. Сейчас вот срач разгорелся по поводу того, что, значит, внезапно россияне обнаружили, что была экранизация, значит, итальянская экранизация «Собачьего сердца», и который покадрово просто спер Бортко. Покадрово просто, то есть вот, а там начиная, ну я по этому поводу написал, я говорю, что ну, Бортко просто спер полностью покадрово фильм этот. То есть, понятно, там поставил других актеров там и так далее, но тем не менее, вот раскадровка, она один в один, короче. Ну и там пишут, а типа, а Булгаков, типа, у кого украл там сюжет там и так далее. Я говорю, ну, то есть людишки просто не понимают, что вот экранизация итальянская, она уникальная была, да? И вот эту уникальную ничего не выдумывал, Бортко взял и спер, короче. Ну, потому что он знал, что русские, значит, не настроены критически, да, то есть за счет там Евстигнеева, за счет вот этого актера, который Шарикова играл, он там вывез, конечно, то есть они действительно, морды-то итальянцы не могли такие найти, так скажем. Хотя, в принципе, Шариков в итальянской версии, вы посмотрите обязательно, у кого аккаунт в ВКонтакте есть, там есть это, значит, «Собачье сердце» итальянское именно, вбейте, 76-й год, по-моему. Чё там? Звук прерывается. Ну, это секунд, это у вас. У меня-то все нормально. Изи пишет, а кто тебе мешает жить в другой стране? А почему я должен был из Бурятии уезжать, короче? Почему моими ресурсами должен Ванька это, как его, распоряжаться, например? То есть, ну, это тоже такой же вопрос вот этой говёной русской оппозиции. Почему? И почему он возникает, и почему Русня, она вот на эту тему, у нее очень сильно пукан подрывает. Потому что все они потомки голодранцев. У них просто вот в подкорке там где-то в Москве, что у него, ну, вот есть возможность, там денежки, украл денежки, стал русским олигархом, короче, ну и ты в дамках сидишь, типа. А на Западе здесь такого невозможно. Здесь должен быть либо ноу-хау, либо ты должен хорошо работать, либо какие-то, ну, должны быть механизмы входа твоего бизнеса и все прочее. Ты должен этот, вот как с малолетства, там, с 20 лет отстраивать весь свой бизнес для того, чтобы, короче, ну, там, к 60 годам более-менее что-то заработать. А все хотят тут же и сразу, понимаете? И Рашка дает такую возможность. Но она дает такую возможность, почему? Потому что наши ресурсы коренных народов, они не распределены между нами, понимаете? И вот можно оттуда вот эту украсть и разницу поделить, пропить, прогулять и все прочее. И поэтому, естественно, когда ставится вопрос о деколонизации, где-то в подкорке каждый Ванька бандит, он каждый понимает, что сейчас, ага, эти территории отойдут, короче, и он не сможет вот этой разницей, да, воспользоваться, чтобы там, ну, безбедно сидеть в Москве, пердеть воздух, короче, там, значит, квартирку там в ипотеку иметь, и 2 квартирки, одну сдавать там каким-нибудь узбекам, короче, или тем же бурятам, короче, жить на ренту
И я вот читал такую статейку по поводу, ну, какими-то, видимо, русскими из Подмосковья там написано, что они встречали в своей жизни таких русских, которые там, москвичей точнее, которые там третье поколение не работают, сидят на каких-то там велферах, чисто московских, например, они все там какие-нибудь инвалиды, косые, кривые, там что-нибудь в этом роде. Ну, там инвалид по слуху, короче, у него там ухо не слышит, короче, он какую-то инвалидскую пенсию получает, или его просто за взятку дураком записали с детства, и он с детства как дурачок идет, ну, не способный там к каким-то действиям, короче. Ну и вот так все продолжается. Там какую-то пенсию получают в 100-200 тысяч, короче. Живут они там прекрасно, у них большой капитал там в виде различных квартир, доставшихся от родственников. Они все это сдают благополучно, короче. Машины меняют раз в 2 года. И, конечно, они тоже не хотят того, чтобы вот деколонизация случилась, там какой-нибудь Смоленский регион объявил о независимости, да, а откуда денежки-то? Надо что, опять работать, что опять в болото там лезть, короче, зерно какое-то производить и так далее. То есть они понимают, что это рашка, а особенно Москва, за счет этого сильно коллапсирует. И многие же вот тоже встречал здесь таких этих россиян, короче, которые по типу того, что, ну, москвичи, но которые вот там лет 10-15 назад в Москву приехали, видать, там все это время работали, чтобы там хатынку себе купить, короче, да, и вот они понимают, то есть они тут всю эту ипотеку платили, а потом бах, коллапс, Москва никому не нужна, короче, там все начинает разваливаться, значит, вся инфраструктура начинает, ну, потому что это же надо поддерживать, и пока это имперская столица, этому деньги есть, там квартиры стоят там десятки миллионов, да, когда все это развалится, ну, что это просто каменные коробки никому не нужны. И, естественно, они тоже против там где-то подсознанки, короче. Но при этом предпочитают, значит, где-то жить здесь, в Варшаве, например, в Польше, короче, там вякать в социальных сетях по поводу того, что их там кто-то дискриминирует очень сильно, там, ну и так далее. То есть это любимое летание сейчас вот этих всех мигрантов, ну, которые выползли без денег или которые выползли, но при этом, значит, я вот так, ну, сижу, слушаю историю, там, ухо грею, так скажем. И одна какая-то активистка, которая, ну, сразу цепанула проблемы там какие-то, видимо, там, за Навального топила или за кого, за нациста. И вдруг она начинает рассказывать по поводу того, что на ее квартиру, которую трехкомнатную, которую в Москве у нее там от кого-то там досталась, а досталась она просто, короче, в коллективизацию ограбили бурят, да, и буряты вынуждены были там 70 лет кормить Москву, короче, да, и вот, ну, квартирку они получили, а буряты шиш получили, короче. Буряты получили шиш, передохли все, короче, и все их ресурсы шли именно на содержание там вот этих московских бездельников. И по, значит, инерции вот эта вот любовь к Москве, она там, ну, среди бурят, там, других представителей, она осталась, там, кто я помню, вот буряты там в 90-е годы выезжали в Москву, покупали квартиры, там, 2000-е, сейчас активно там ездят, ну, то есть обворовывают других бурят, короче, и едут в Москву, там хатки покупают, короче. Есть еще один класс дураков, которые сидят в Америке, там по 120-130 часов в неделю работают, короче, не спят, и там же тоже машины, ну, это квартиры покупают в Москве, короче, ну, дурачки тоже. И они тоже надеются, вот такие представители коренных народов, да, они тоже надеются на то, что, ну, там что-то произойдет, изменится, там, плохого Путина сменят на хорошего, не бутерброда, скажем, да, и там, ну, вот они вернутся и заживут как белые люди, короче. Но этого не случится. Почему? Потому что Рашка по объективным причинам все уже мировой регулятор решил. Рашка должна распаться на независимые государства. Сейчас просто решают, кому какие куски отдать. И решают, с какими представителями, так скажем, каких политических групп, значит, находить общий язык. Ну, это видно, это уже чувствуется. И уже там, значит, разговорчики пошли по поводу того, что... Ну, о чем я говорил, кстати. О чем сейчас фишка такая. Сейчас русский мир, он будет избавляться от Путина. То есть они его будут сами арестовывать и отправлять в Гаагу. Понимаете, то есть русский мир уже начал бояться, что принято решение русский мир уничтожить. Вот в чем вся фишка.
И они сейчас будут, естественно, сушить, ну, как игру сушить, да, то есть они считают, что они там сунут какие-то эти точки соприкосновения. Ну, вот собаку украинцы не хотят, значит, там никаких территорий оставлять и так далее, ну, потому что, то есть в их мнении, в мнении русского мира нужно не на границе Украины 91 года зайти, а вот то, что мы оттяпали, короче, мы должны взять как бы. И это не обсуждается вроде как. Естественно, что при таких условиях, ну а мир-то уже, ну он вышел в такое плато, то есть уже и Зеленский побывал на предприятиях в Америке, которые, кстати, 24 часа в сутки работают. Они увеличили количество производства увеличили. И Америка, да, там дороже снаряд, там все прочее, какие-то там эти. Но Америка-то эти снаряды может бесконечно долго производить. Понимаете? А что в Рашке происходит? В Рашке технологическая отсталость. В Рашке мало платят работникам, работники устают. Происходят технические там всякие аварии, технологическая система нарушается, потому что там заставляют, значит, перерабатывать людей и все прочее. А в Америке все четко, планомерно производится в огромном количестве. А в Рашке уже и людишек-то даже, говорят, не хватает. Вот на вахту, говорят, людей даже не хватает, не набирают, короче. Сейчас в Улан-Удэ там все старики-пенсионеры, короче, смогли работу найти. До этого вот еще 2 или 3 года назад не могли находить работу. Ну, кто за 50, за 60 лет там, например. А сейчас в охот наберут, там, дядя, давай работай, лишь бы ручки были. Так. Так, тут какой-то русак. Сейчас мы его удалим. 9 лет уже. 9 лет нет, как его. За 9 лет в Ютубе, короче, умнее Ванька не стало. Так. Елизавета 2 пишет. Буханде в Нью-Йорке вызвали суд по его террористической теме, пишет. Откуда у вас информация вообще? Откуда вы достаете? У каждого свое мнение, философия это хорошо, но читайте, слушайте, это должно быть конкретно это другое, короче. Ничего не понятно. Так, Иванушка, дурачок. Амар Менде, свобода Бурятии. Да, вот такого дурачка взяли. Значит, нафаршировали его этим, бурята. А он, ну, дурак настоящий, короче. Ему еще статью-то какую-то придумали. Измена родине, короче, что-то там. На 10 лет его замкнули. А он, ну, он дурак, он, видимо, кто-то там его эксплуатировать начал в этом. И, ну, и сказал, типа, мы тебя сейчас в эту вот отправим. И он кому-то там сообщил из родственников, что он едет на войну, будет поваром работать, короче. А по такой статье-то не берут, короче. Ну, все, и привет. А адвокат ему звонил, а тут это плакал, что его обманули, короче. Ну, он дурак просто. И сколько таких дураков, господи. Вот рожаете дурака, сдавайте в детдом, короче, надежнее. Меньше ресурсов будете тратить. Ну, с другой стороны, да, если у вас там 10 дураков будет, короче, можно как в Москве зажить, короче, оформить на них пенсию, не работать. Представляете, 10 дураков, короче. Они же физически-то сильные, огород копать могут, хозяйство. А вот дурак, инвалид детства, короче, зарплата, пенсия там 26 тысяч. Ну, в нашем регионе. А с 10 каждый месяц будете 260 иметь, короче. Нормальная тоже тема. Берите дураков, усыновляйте их там, значит, под опеку берите, короче, что там. На селе работа полно, вон это отара 300 овец, короче. Ну, кого я обманываю? Лучше с этими дураками поехать в США, дураков обучить вождению, посадить на фуру, короче, заставить 130 часов работать в неделю, короче. И это миллионерами за несколько лет станете. Так. Какой-то дурачок пишет, я в Америке был во многих штатах, ты сейчас врешь. О чем я вру? Хватит кормить мигрантов. Унга пишет, хватит. Да, все верно. И Ваньки-то они создали же в советское время так экономику. Вот. Меня эти дурачки-то наши эти
всякие квадратномордые там и так далее, они говорят, вот там типа это там империю собирался бурятскую создавать, там тоже какие-то дурачки, типа бурят вроде по Енисею не жил, я говорю, как не жил это, то есть на что они вообще ссылаются? Жили как раз там огромное, там самое большое количество топонимов бурятских, именно в тех регионах, короче, как не жили-то? Потому что первые контакты бурят там случились. Ну и вот, и с Русней. И нам-то нужна современная экономика. Что, будем производить большое количество энергии, электроэнергии в Китай продавать, в Монголию, короче, они рады будут. Великое замещение сделаем там. Одних цыган на других заменим, короче. Вон русских можем заменить, например, рохинджа. Там еще какими-нибудь азиатами, короче, филиппинцев можем туда заселить в большом количестве. Так что, главное сейчас у нас задача организоваться, начать политическую борьбу, организовать партии. Ну, я считаю, что мы сейчас на пути уже к тому, чтобы создать партию. Так что, друзья мои, вступайте в партию бурятских патриотов. Национал-освободительная партия Бурятии. В общем, скоро проведу промо. 26 числа, кстати, я выступаю в конференции «Наука информ». Я уже давал объявление. 26-го, наверное, ссылку на стрим выпущу. Будем как раз поддерживаем контакты с представителями Конгресса народов Дагестана, который активно очень участвует в продвижении законопроектов, продвижении постановления Верховной Рады Украины о независимости. Так что Иванушка Дурачок пишет, надо создавать партизанские. С голой жопой, я вам еще раз повторяю, никаких партизанских движений у нас там не получится. Да, можно партизанское движение создавать уже из действующих военных бурят, из действующих ментов, лесников там и всех прочих. Да, вот это можно создавать. Просто так, чтобы гражданские, там какие-нибудь ученые, там скрипачи становились террористами, но не получится, потому что не такие условия, не такое образование, не такая система, короче, везде там найдется какой-нибудь стукач, расколется. И все ваше партизанское движение, значит, отправится на 10 лет там. И вы же потом ничего не сделаете, вот как, например, представители исламских джаматов, короче, вот они же уфсиновцев режут, бывших коллег этого БНД, кстати. Они же режут, ну, я что-то не видел, чтобы хоть один бурят там восстал на зоне. Поэтому я вам говорю, самый эффективный метод это сейчас эмиграция. Продавайте все, что возможно. Выручайте денежки, едьте за рубеж, даже в ту же Монголию. Согласен даже уже с теми сказочниками, фантастами, всякими бурят-монголами, которые периодически ко мне там в этот залетают, короче, начинают там эти сказки рассказывать о былом каком-то там величии бурят и все прочее. Ну, выдумки, сказки просто. Ну, вот толкинисты, они же тоже там верят, вот это эльфы, гномы, там мифрил, там Саурон и все прочее, короче. Это вот то же самое, вот эти бурят-монголы, там, которые... При том, что у нас есть большое количество бурятских ученых, там, например, да, и вот они, начиная с конца 19 века, собирали достаточно огромный антропологический, социологический и так далее материал по бурятам, да, ну и вот что выдумывать, то есть, ну, гораздо проще, да, вот на всяких сказочников там подписаться, которые там какие-то выдумки там сочиняют. И это вот как-то откладывается, и у чувака вместо того, чтобы вот политически или там институционально в правовом плане бороться, он там начинает фантазировать о том, какие его там предки были великие, там, да, что они там покоряли там и Персию, там, значит, и где-то на Эннова, там, Ниневия, там где-то там, значит, в тех районах жили там и все прочее. Ну, то есть, это же явно какая-то патология ненормальная, короче. И таких много, и они еще любят вот это всю сказки вот эти рассказывать. При этом это входит в такой некий бурятский фольклор, да,
И люди вот реальных вещей не начинают замечать. О том, что русские лишили нас за вот эти последние 10 лет бурятского языка, лишили возможности, значит, участвовать в распределении ресурсов, да, где этот социальный договор. То есть все эти выдумки, это специально воспроизводится и тиражируется в большом количестве для того, чтобы буряты не занимались решением реальных вопросов. Например, не задавали вопрос, а почему мы не можем национальную партию свою организовать в Рашке? Ведь законодательство очень же хитрое сделано. Ну а зачем нам еще, чтобы организовать национальную партию, еще какое-нибудь разрешение там россиян спрашивать, короче? Ну, вопрос обыкновенный. И, ну, вот, допустим, ладно, вот сидят там эти, значит, бурят-монголы там друг дружку, значит, там наяривают, а партию чуть не создают. Ну, нельзя, она там 50 отделений. Я говорю, а зачем спрашивать государство вопрос? Русская тем более, если вы бурят-монгольскую партию собираетесь создавать. Ну и все, вот у нас куда-то потерялся идеолог бурят-монгольства, Пронькинов куда-то что-то исчез, я не знаю, там денежки, видимо, зарабатывает в Америке. Ну что-то он пытался возрождать в США партию, но что-то пока ни слуха, ни духу. Вадик Буфенталь пишет, Буентаев, что ты, говорит, думаешь по поводу создания, ну это разве Абровод, по-моему, это по-другому пишется, типа правительство изгнания. Для того, чтобы создать, надо иметь правительство там, короче. Понимаешь, ту логику? То есть, если бы мы могли бы что-то создать, в Итуре нас, допустим, ну, был бы я, например, премьер-министром, там, значит, были бы там представители президента или представители каких-то партий, да, мы были выбраны, возглавляли там какие-то правительства и так далее, и вдруг нас оттуда выкинули, короче. Тогда бы мы могли правительство в изгнании сделать. Ну, то есть это логично просто-напросто. Сейчас мы должны делать политические партии за рубежом. И я вот посмотрю на этих активистов, значит, всяких вот этих либеральных, которые там меня по-всякому критикуют там и так далее, ну, беспочвенно абсолютно, используют вот эти же самые мульки. Вот сейчас Невзлин столкнулся с тем, что вот его мульку какую-то подбросили, значит. Ну, то же самое абсолютно. То есть и реагируют вполне вроде как разумные люди, там, да, обученные и так далее. То есть они на эту ФСБшную мульку, короче, купились. Чего ж говорить там про каких-то там квадратномордах, там, и этих, как его, всяких Дель Понтих, которые там, значит, открыто просто в начале 2000-х годов делали кейсы за денежки, значит, всяким там выдумывали, значит, кейсы для этих, для якобы не Ашкенази, а этих, как его, для сефардов, там, короче, сколько там баб они перекинули за рубеж по этой теме, короче, вот это квадратномордая, там тоже с мужем, с евреем, тоже же сочиняли. С другой стороны, почему в Израиле не живут, а потому что, видимо, боятся, что они там пробросили достаточно большое количество русских агентов или агентес в те же страны Западной Европы, например, то есть, ну, оказывали определенные услуги, также вот это, например, где денежки на развитие бурятской демократии и так далее. Ну и что, ну, нету нигде, вот, уехала это, как его, Дель Понтиха, короче, за рубеж, ну и что там, кто остался-то в Бурятии, короче, ни идей, ничего, ни продвижения никаких нету, сейчас этот несчастный комитет независимости, короче, и что, он даже в Украине они не были. Ну, то есть имеется в виду, для чего создавался-то? Для того, чтобы застолбить землю, для того, чтобы, допустим, я там с кем-то такой же комитет независимости, например, не создал. Ну, понимаете, для чего это делается. Естественно, то есть они создали комитет, который не работал ни дня. На дроны даже не собирали для ВСУ, например. Хотя там что объявить, просто сборы и проблем вообще никаких не было. Накидали бы, в том числе и украинцы какие-нибудь, буряты бы накидали денежки, короче. Ну вот они вот все вот это полумеры, короче. При этом в США диаспора бурятская 18 тысяч, и они там тоже вот в этом отношении вообще не двигаются. Ну, им проще быть активистами. Я уже по этому поводу эфир какой-то проводил о том, что
Вот бурятам надо с иглы активизма спрыгивать, короче. То есть уже нужно переходить к такой более глобальной бюрократической работе. Сложной, ежедневной, короче, хорошо оплачиваемой. А поскольку это надо работать, а они привыкли к тому, что, ну, вот, например, выступают на мероприятиях, да, с одним и тем же текстом. Ну, то есть это же скотство. Ну, ты хотя бы новый текст напиши, короче, раз ты, ну, активист, там, языком работаешь, там, или другими частями тела, короче, хотя бы надо что-то развивать. А они с одним и тем же текстом ездят, как это, заучено, как попка-дурак, короче, там, это покрывают. Ну, конечно, а кому? Ну, там же слушают-то кто представители, там, Джорджтаунского фундейшн, да, ходят, там, из каких-то вот сейчас, не смотрел, что там, это, значит, племянница, значит, двоюродная сестра российского сенатора Монтатовой, Ханхалаева, значит, что там говорила, короче. Опять, наверное, один и тот же текст. А там сидят китайцы, ну, они же слушают. Они и так специалисты по всем вот этим вопросам там и так далее. И с одним и тем же текстом, ну, ничего концептуального там не сказано. Я более чем уверен, снова. Поэтому, видишь, а с другой стороны, концептуальных, когда ты какие-то концепции выкладываешь, короче, да, на тебя определенные люди обращают внимание, конечно, но это же сложно. Это же сложно, это просто вот нужно что-то в голове иметь, короче, а не просто так с одним текстом выступать. А почему русские тогда в США живут американские, мы американские, с нами Бог американский, вперед, Америка для американских, Турция для турецких. Ты кто по нации, я еврейский, я иду до конца. Ну, это какой-то тролль для отвлечения от сурового будни. Ну, конечно, вот это вот все вот эти историки там, вот эти представители этих древнейших профессий, артисты там, вот эти вот всякие там, значит, вот кто не гулял с артистами, короче, ну, во-первых, они пьют ужасно, безбожно, в огромном количестве. Во-вторых, они все распутные. В-третьих, они все нищие, короче. Почему нищие? Потому что вот это оно распутство в голове, короче, то есть они денег не могут заработать, и их всегда в Рашке держали вот в нищем теле, короче. Ну, чтобы ласковый был, чтобы покорный был, да, чтобы можно было воспользоваться. И вот есть один там товарищ, который там предъявы бурятам кидает, вот типа он там бурятское кино делает там и так далее, а денежек нету от бурят. А бурят ограбленный русским государством, справедливо думает, а почему я должен какие-то бабки кидать, когда, ну снимай пропагандистское кино, короче. С другой стороны, пока у нас, видите, не настолько уровень высокий, вот мыслительный, так скажем. И поэтому у нас ни драматургов нормальных нету, которые бы в Голливуде работали, да, успешные. Нет также режиссеров, которые бы тоже успешные фильмы бы снимали, короче. То есть вот к этому нужно стремиться. И американцы, в общем-то, правильно делают. Что богатым будешь, для души можешь фильмы снимать какие-то, да, там, ну, с каким-то посылом там и все прочее. А пока ты нищий и бедный, снимай такое кино, которое зарабатывает деньги. И вот это абсолютно правильный подход. И вот, к сожалению, пока мы не вырастим в США плеяду вот выращенных в иных условиях бурятских детей, да, в условиях не вот этого постоянного нищерабства вот этого русского, да, то тогда, вот только тогда и при таких условиях мы сможем создать что-то свое уникальное бурятское, короче. Потому что сейчас все, что есть, это все завуалированная русской пропаганда. И эти все артисты, они прекрасно знают об этом. На кого они работают, и поэтому сейчас рты позамыкали, все сидят все тихо, спокойно, короче, не этоваются. Ну, только пару там русских персонажей что-то выступило с этого, с русского драма. А где бурятский драм? Молчок. Так. В общем, короче, это... Так, 40 минут мы уже болтаем. Обычно я сторонник небольших эфиров, так что, как его, наверное, сейчас буду заканчивать, потому что
Уже тут что-то погода портится, короче, тучи набежали, так что боюсь под дождь попасть. Ну ладно, дорогие друзья, снова завершая наш эфир триадой. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть и Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Только так и не иначе. Всем пока и до новых встреч.